Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня собрались поиграть в такую игру под названием Friendbow. Так, надеюсь, музыка не слишком орет, потому что я спросить, так сказать, у вас не смогу, потому что это не стрим. Чуть-чуть потише, наверное, сделаю, а то у меня что-то она слишком сильно орет. Эта девочка, она следит за моим курсором. И тут такой милый, такой котеночек черный. У меня тут тоже на столе лежит черный кот. Мы с этой девочкой немного чем-то похожи. В игре используется автосохранение. Окей. Я первый раз играю в эту игру. Все хорошо. Я словно на небесах. Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Интересно. Что же это? Это кот, такой милый и красивый. Темный, как глубокая ночь. Голубая. Это мистер Полночь. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Мы ужинаем, я вижу тетю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница, мои родители уезжают. Тетя Грейс заботится обо мне. Нам так весело. Сейчас вечер понедельника, я играю с мистером Полночь. Но мне почему-то тревожно. А мне тоже почему-то. Ёлка-пана-мана. Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится, оно меня пугает. Внезапно я что-то слышу. Это мама, она кричит. Я хочу узнать, что произошло. Из комнаты моих родителей горит яркий свет. Я подхожу ближе. И ближе. О, боже мой. Мама? Папа? Нет, пожалуйста. О, боже мой. Мамочка, папочка. О, нет. Котеночек защищает нас, не боится все равно. Кто-то пришел. Френ, пожалуйста, слушай мой голос. На счет 3 ты проснешься. 1, 2. Опа. 3. Френ, как ты себя чувствуешь? Давайте выберем, думаю, я в порядке. Думаю, я в порядке, только грустно видеть одно и то же. Грусть является нашей неотъемлемой частью. Я хочу найти убийцу. Хочу домой. Я очень хочу узнать, кто убил моих родителей. Полиция работает над этим. Я найду своего кота и убийцу. Никто ничего не делает. Полиция ничего не делает, как обычно. Не будь таким пессимистом. Скоро мы обязательно получим ответы. А пока у меня есть кое-что для тебя, Френ. Правда? Видишь стол? Там небольшая посылка для тебя.
Она от тети Грейс, возьми. Это что ли? Сумочка моей мамы. Опа. Открой ее, там внутри что-то есть. Дорогая Френ, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь ее у себя. Когда я размышляла о тебе, я вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в нее все то, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность – это величайший твой дар. С любовью, тетя Грейс. Она беспокоится за тебя. Тетя Грейс? Что ж, еще одна причина выпустить меня. Не беспокойся за нее, она в порядке. Я могу идти? Да, можешь идти, но сперва время принять новое лекарство. Какое лекарство? Лекарство называется дуатин. Оно сделает тебя очень спокойной, сестра. Мы готовы. Что нового, доктор Дирн? Вообще-то ничего. Те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Френ, прими лекарство. Так, подождите-ка. Ой, ладно. Я хотела звук потише сделать. И чё? Неплохо. Только не это, отнесите ее обратно в комнату. И сестра, больше не давайте ей эти таблетки. Ну, хоть поняли, что не надо давать. Берегись, Френбоу. Если ты покинешь дом безумия, я найду тебя. Поймаю и верну обратно в безумие. Не, Френ, проснись. Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Я люблю тебя. Глава 1. Мой здравый разум. Окей. Просыпайся. Я все еще здесь. Отвратительное место. Я должна выбраться отсюда. Я получу твой нос, получу. Ты веселый клоун, можешь меня рассмешить? Мне трудно снова начать смеяться. Френбоу Дагенхарт, возраст 10, пол женский. История болезни. Пациент была найдена недалеко от психиатрической клиники Освальда с признаками психоза. Семейная трагедия. Боу Дагенхарт. Детали избегают. Лечение. Доктор Марсель Дирн испробовал различные лекарства, но отменил их прием из-за побочных эффектов. Понятно. Надеюсь, он не упадет мне на голову, пока я сплю. Маленькие красные, вы прячетесь от меня. Я ненавижу монстра. Я должна найти мистера Полночь. Мне нужно найти его сейчас. Я скучаю по котику. Он прячется, потому что боится. Он сказал, что лекарство покажет мне, где он. Боже, я так по тебе скучаю. Я найду тебя, мистер Полночь, обещаю. Не бойся, мой дорогой котик, все будет хорошо. Мы можем обратно лечь? Не хочу, я только проснулась. Ну ладно. Ах, милая, приятная мелодия. Еще один раз. Ла-ла-ла-ла. Ой, ничего себе, что-то упало. Ну-ка.
Золотой крюк, который упал со шторы. О май гад. Башня обороны. Ты попалась, сумасшедшая под именем Френ. Или это оборонная башня? Кажется, это мой путь наружу. Не думаю, что моя голова пролезет в окно. Так, ладно, то же самое все говорит. Кажется, я сломала штору. Наконец-то я могу выглянуть наружу. А тут что? Я могу обойти и посмотреть, что с другой стороны. А здесь мы не смотрели. Заперто. Хорошая причина узнать, что внутри. Может, что-то можно использовать. Так не пойдет. Ну ладно. О. Привет, Фил. Привет. Как дела? Все говорят, что я болен. Они всегда так говорят, они просто дураки. Ты сегодня уходишь? Я постараюсь найти мистера Полночь пока. Ой, подожди. Так, давай заново. Знаешь, как отсюда выбраться? Есть много способов выбраться. Да, но все заперто. Конечно, но кабинет — это ключ. Кабинет? О чем ты? Я видел, как доктор записал секретный код. Секретный код? Чтобы открыть желтую дверь? Он не хочет, чтобы я тебе говорил. Ах ты. Кто? Он. Все двери закрыты, и ты заложница моих игр. И никто не поможет тебе сбежать. Господи, оставь меня в покое, я тебя ненавижу. Все, хватит плакать. Мамочка, папочка, вы мне так нужны сейчас. Нет, я не позволю монстру мне помешать. Ой, блин, не-не-не-не, тихо. Так, пациент прибыл в психиатрическую клинику Освальда вместе со своей матерью Рэйчел Браунстоун. У мальчика развелось параноидальное поведение, паранойя еще не диагностирована. Ежедневная терапия у доктора Марселя Дирна. Мы еще не добились доверия пациента, он отказывается отвечать на вопросы. Ему 8 лет. Раньше у меня было синее платье, как у тебя. Я не могу играть с тобой. Я на очень секретном задании. Надеюсь, тебя кто-нибудь любит. Здравствуй еще раз, мистер Мишка. Ладно, ничего не интересно. Это что? Деревянная шкатулка. Она открыта. О, ключ. Он, безусловно, что-то откроет, наверное. Этот. А тут что? Закрыто. Может, он вот это откроет? О! Да, получилось. Внутри что-то есть. Ой, еще не... Так. Моя дорогая семья, я буду хранить эту ценную в своей жизни. Это что? Моя заколка, нужно найти ей хорошее применение. Опа. Ничего нету, что ли? Детская площадка. Доброй ночи, деревья и луна. Штука, ладно, тоже. Френ, ты проснулась? Хорошо. Сколько я спала? Возможно, 3 дня.
Я сонная из-за лекарства? Да, из-за него, поэтому ты больше не будешь его принимать. Котик велел мне его принимать. Ох, забыла. Кое-что случилось. Видишь? От тебя одни неприятности. Что там? Я пыталась посмотреть в окно и случайно сломала штору. Ну, случайно. Нужно все исправить. Следуй за мной. Так, теперь... Чё, нельзя взять, что ли? Она же ушла. Ну ладно. Так. Чего-то не хватает. Ты видела крюк, на котором держалась штора? Какой крюк? Что ж, мне придется чем-то его заменить. Ты, мелкая девчонка. Хотела как-то обозвать. Ой, что было? Кажется, тут лежит лекарство, но оно закрыто. Боже мой, это ужасно. Зачем она медсестре? Она хочет убить нас всех? Я оставлю все как было. Мне на самом деле нужно убираться отсюда. Что? Я возьму эти пластыри, чтобы остановить кровь. Пациент почти все время спит. Она просыпается только чтобы попить, но я не думаю, что она это помнит. Выпив воды, она снова засыпает. Уже 3 дня она ни с кем не пообщалась. Насколько детей... несколько детей приходили и спрашивали о том, когда она пойдет с ними поиграть. Дуатин 8H. У медсестры ужасный почерк. Я разобрала только 3 слова. Френдспид и дуатин. Это что? О, боже мой. Тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка, полностью изменив его привычную жизнь. Например, дети после травмы могут страдать в легкой или тяжелой степени от нехватки таких умений, как доверять окружающим людям, считать мир безопасным местом, принимать решения и так далее. Из-за этих последствий некоторые травмы могут привести к ряду симптомов серьезного психологического заболевания. Например, недоверие к окружающим и неспособность чувствовать себя в безопасности могут быть признаками паранойи. Изображение мозга. Понятно. Посмотрим травму. Доктор любит говорить слово травма. Хе-хе, мозг похож на черепашку. Понятно. Что фут? Ой. Может, тут что-то можно взять? Ничего такого, да? Ну ладно. По-моему, там что-то взяли. Блин, нельзя, да? Объединить? Нет, да? Ой. Подходит, но тут 2 отверстия. Может, с этим? Нет. Так, ладно. Ты смогла найти код доктора? Код доктора. Так, сейчас. Как? Мы что-то упустили? Уже нельзя дальше сделать. А вот 8H.
Что там написано вообще? Хайд. Хайд. Все понятно. Хайд. 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. Таблетки. Котик сказал, что они мне помогут. Иди осторожно. Что будет, если я буду идти осторожно? Привет, мисс медсестра. Простите, леди медсестра, это может пригодиться. Это кто? Убирайся, жуткое существо. У тебя рот немного в крови, ты в порядке? Ну, конечно. Боже мой. Ты спишь, милый кролик? Ёлки-палки, это моя голова? Куда делся клоун? Кто это сделал? Это была не я. О, Господи. Почему ты на меня так смотришь? Ты меня пугаешь. Ты можешь видеть путь к счастью. Привет? Нет, ваша голова. Я попробую вернуть ее на место. О, Господи. Простите, я не могу вам помочь, мистер Олень. Ладно. Пойдем вниз. Нет, ни в коем случае вы не можете ей этого рассказать. Но она должна знать, вы не можете скрывать ее от меня. Причина более чем ясна, Грейс. Нет, это не так. Я хочу забрать ее домой сейчас же. Нельзя, ее психическое состояние еще не нормализовалось. Ах ты. Это было на самом деле? Дорогая тетя Грейс. Интересно, что она хочет мне сказать? У доктора нет души, сегодня вечером я иду домой. Ох, нет, лисичка, не плачь. Используй мою руку как платок. Хочешь обняться? Лисичка, почему ты такая грустная? А тут, может, что-нибудь появилось. Ящик пуст. Так, ладно. Иголку же нам дали. Может, объединить с этим можно? Ёлы-палы, что это было? Папы не было рядом, маме было плевать. Здравствуйте. Я не хочу трогать его, клоун скажет силу. Вдруг он прыгнет и напугает меня. Почему ты выглядишь как тряпичная кукла? Что они с тобой сделали? То же самое. Так, понятно. Даже чистейшие из вещей погибают в этом месте. Котик! Котик! Котик, котик! Котик, котик! Котик! Котик, котик! Король любит рисунки. Мне это не нравится. Кто-то написал здесь что-то интересное. Что, раньше здесь этого не было?
А я могу вернуться? Я могу вернуться. Понятно. Привет. Ты их видишь? Правда видишь? Кого вижу? Существ, которые следуют за каждым. Ты имеешь в виду тени? Ага, я их не вижу, но знаю, что они есть. Ты знаешь, что они такое? Да, наверное. Ну, скажи мне, пожалуйста. Ты любишь рисовать? Я обожаю. Да, я тоже обожаю, но расскажи мне побольше о тенях. Ручка, ручка, я хочу найти ручку, я все время рисую. Я хочу найти своего кота. Если у тебя нет кота, нарисуй его. Я могла бы нарисовать своего кота, но лучше я найду его. Твой кот в опасности, тени забрали его, я знаю. Кто тебе это сказал? Тот, кто преследует меня. Пока. Посмотрим. Красная марионетка и змея, мишка и много других вещей. Ах, настоящие цветы, они так сладко пахнут. Пациент стала жертвой сексуального со стороны неизвестного лица и чуть не умерла. Происшествие породило слуховые галлюцинации и расстройство мышления. Доктор Малсердин сблизился с пациентом при помощи арт-терапии. Она делает успехи. Ой, это один из немых клоунов. Эта кровать очень розовая. Может, можно взять? Они мои карандаши. Мне очень нравится этот зеленый карандаш. Можно его взять? Нет, тогда я не смогу рисовать зеленым цветом. Это смешно. Да, это так, но у тебя много других цветов. Да, цветов много, но знаешь, они не любят, когда я рисую. Кто? Медсестры, они связывают меня, и когда я хочу рисовать, я не могу. Да, меня тоже иногда связывают больно. Когда я не могу рисовать, я делаю себе больно, и появляется красное молоко. О, боже мой. Ёлки-палки. Пожалуйста, вылечи меня, останови красное молоко. Я посмотрю, что можно сделать. А, у меня есть как раз. Ах, спасибо, можешь забрать карандаш. Теперь иди, мне нужно рисовать. Так, что-то там говорили, король любит рисунки. А как использовать? Ой, где-ка. Может, надо выпить? Ой. Ладно, пойдем вниз. Ой. Вот ты где. Ты должна быть в своей комнате. Дверь была закрыта. Но вы оставили ее открытой. Я уверена, что не оставляла. Я знаю, потому что закрыла ее. Тогда как я оттуда выбралась? Она была открыта. Не пытайся меня обмануть. Иди в свою комнату и жди доктора. Мы не открыли этот туалет. У меня нет на это времени. Мне нужно найти выход. Что делать? Да. О, Господи. Ты сбежала из своей комнаты? Это нехорошо, Френ. Но я голодна, сэр. Я не ела несколько дней. Я не стану слушать твои оправдания, юная леди. Сэр, доктор, пожалуйста, позвольте мне пойти и съесть что-нибудь. Ты должна научиться слушаться тех, кто здесь главный. Взрослые. Только не делай так больше, Френ. Сходи, поешь, а потом иди спать. Ой, где поесть надо?
Есть надо поесть? Ограждение закрыто. Опа. А тут что? Эй, держись подальше от кабинета. А тут что? Привет, ты в порядке? Что все это значит? Я просто хотела узнать, все ли в порядке. Не хочу говорить, доктор вскроет тебе череп, если ты не уйдешь. Он любит есть мозги. Он уже забрал их у меня и съел все мои мысли. Он съел твой мозг? Он съест и твой. Я видела тебя в кабинете доктора. Ты была мертва. Тогда я пойду. Надеюсь, что ты обретешь новые мысли. Пока. Ну и с тобой. Привет, что ты делаешь? Она не работает. Бумага не работает. Что ты имеешь в виду? Бумага должна работать, как они мне сказали. Ну что должна делать бумага? Бумага покажет мне картину в телевизоре. Ясно, но почему она не работает? Волны должны быть сильными. Переключи канал, пожалуйста. Что-то у нас тут будет, наверное, да? Мы теряем волны. Переключи канал. Может, это? Не работает. Бумага-визор не действует. Переключи снова. Волны должны быть сильными. Переключи канал, пожалуйста. Соколебак, почему сам не можешь? Видишь, что ли? Работает, работает. Это чудо. Спасибо. Бумага-визор действует. Отлично. Можно посмотреть? Нет, это мое. Если хочешь, возьми бумагу, которая не работает. Спасибо. Думаю, я смогу использовать ее для записи и рисунков. Я занят. Проверка бумага-визора в действии. Есть. Но теперь я могу писать и рисовать, когда мне скучно. А это кто? Изабель. Ой. Почему она не проснется? Господа фигурки, вы поможете мне найти моего котика? Бумажный кораблик, отвези меня на море и дальше. Опа. Розовый поезд теперь мой. Спокойной ночи, блестящие игрушки. Клоуны на стенах дома безумия. Ваша крошечная шляпа очень милая. Слон, сэр, вы очень розовый и мягкий. Так, может, теперь мы можем нарисовать. Ой. Объединить. Я не знаю, что рисовать. Привет, ты новенький? Я не видела тебя раньше. Нет. Ты с нижнего... Ты с нижнего этажа? Ага, они думают, что мне уже лучше. Как тебя зовут? Ты можешь меня убить, пожалуйста? Конечно, Пах, ты мертв. Спасибо, я не могу сейчас говорить о мертв. Мне не нравится эта картина, будто мистер Освальд смотрит на меня. Мама любила рисовать розы. Мистер Полночь, ты здесь? Диван создан, чтобы на нем сидели. Посмотрим. Шоколад. Вкусный. Сигнал странный. Должно быть, потому что мы так далеко от всего. Настенные часы такие большие, настенные. Привет. Привет, Фрэнк, как ты?
Я вижу мертвых животных, мисс. Ты имеешь в виду в телевизоре? Нет, настоящих забудьте. Очень хорошо, Френ, иди поиграй с друзьями. Интересно, пасту приготовили сегодня? Судя по виду, нет. Опа. Я представляю, как булочка тает у меня во рту. Так, что еще можно взять? Вот, супчик. Там что? Опачки. Что с ней? Ты куда? Куда она пошла? Ага. Привет, Энни, как дела? Ты меня не боишься? Нет, зачем мне тебя бояться? Потому что я умею делать волшебные трюки и могу тебя усыпить. Волшебные трюки? Не знала, что ты умеешь. Покажи мне. Показать? Но это очень страшно. Лучше сделай сама. Не могу, я не волшебник. Я могу дать тебе волшебную вещь. Правда? Ух ты! Да, волшебную вещь, которая усыпит кого угодно. Это удивительно, мощно и грандиозно. Держи, это подарок, забирай, аккуратно. Ладно, как это работает? Понятия не имею. Спасибо. Ой, она куда-то пошла. Ладно, все. Не беспокой меня, уходи, я ем. Я не хочу это, я не голодна. Пташка, ты мне нравишься. Не трогай мой меч. Я не знала, что он твой. Ты должна склониться и говорить четче, я твой король. Что? Ты не король. А вот, кажется, мы и нашли короля. Я единственный король всей вселенной. Склонись предо мной. Я склоняюсь перед вами, сэр. Очень хорошо, дитя. Какова цель твоего визита? Мне нужна твоя трость. Какая трость? Ты имеешь в виду мой меч? Да, ваше высочество, ваш меч. Что я получу взамен? Все, что пожелаете, ваше высочество. Принеси мне замок и коня, только тогда я дарую тебе свой меч. Замок или замок? Замок, наверное. То же самое. Энни любит лакать молоко, как котик. Эта дверь всегда закрыта по ночам. Я не могу выйти и поиграть. Нам, значит, надо нарисовать замок и коня? Или что? Ой, блин. Я нарисую что-нибудь особенное для короля. Все понятно. Дальше. Использовать. Это прекрасно. Именно об этом я мечтал. Можешь взять мой меч, он твой. Опа. Так. И что дальше? Привет, ты в порядке? А, то же самое, что ли? Ничего пока. Здесь вот это было. Наверное, нам надо этого усыпить. Может быть. Доберись до ключа. Фу, хрустящая свиная голова. Можно подавать на стол. Липкие кровавые части. Вау. Я посмеюсь над тобой. О, боже, Мишка. Мишка, что ты здесь делаешь? Бедный. О, Господи. Ух, нет, леди медсестра умерла.
Они прячут тебя, потому что любят. Этот праведник снял всю твою одежду. Были дети. Он живой. Они мертвы. Господи, эти звуки ада. Ой, очнись, Изабель, к тебе прикасается черная тень. Нет, они все испортили. Смотри на меня, скажу, я забочусь, а ты умрешь от жажды и голода. Скрой свою боль. Так, а здесь что у нас? Эй, там наверху, мисс. У вас очень красивое платье. Эти часы звучат странно. Ай. Получается, в этом мире мы не можем верить. Ой, что это? Кровоточащие часы. Давайте с этим поговорим, чуваку. Сэр, там висит ключ. Можно ли его мне? Конечно, я могу дать тебе ключ, если ты меня поцелуешь. Вот подонок, поцелуй свою задницу. Ты сволочь. Ужас. Доска пустая, никаких рисунков. Если я вызову скорую, они мне вряд ли помогут. Должно быть, это ключ от кабинета, но как мне его достать? Эй, на что ты смотришь? Ключ, вы дадите вы мне? Конечно, я могу дать тебе ключ. Поцелуй, вы серьезно? Тогда вы дадите мне ключ? Конечно, садись ко мне на колени. Неудачник, надеюсь, ты умрешь, и в твоей заднице вырастет огромный ананас. Это что? Ощущения какие-то. Можно, наверное, объединить с этим и дать этому шлепку. Я не хочу никаких проблем, поэтому я принесла вам булочку. Я не настроен принимать что-то от тебя. Пожалуйста, возьмите, она сделает вашу жизнь слаще. Мне плевать, насколько сладкой будет моя жизнь. Уходи. Так вы не хотите? Нет, оставь меня в покое. Вот. Гаденыш, а? Что я сделал? Так мы сможем забрать ключ. Так, что нам теперь делать? Как нам отвлечь его? А тут... Ой. Я сказала Марселю о последней доставке, но он еще не смотрел. Что ж, посмотри завтра. Он посмотрит завтра, он уже ушел домой. Глэдис, можешь сделать одолжение? Конечно, что угодно, кроме как отнести охраннику кофе. Почему нет? Пожалуйста, мне нужно смотреть за детьми. У меня другие дела, извини.
что? Куда она пошла? Не открывается. Так. Да. Так, это там. Да. Это вроде то же самое говорит. Я просто хотела узнать, все ли в порядке. Так, вот, вроде все то же самое говорит. Ладно. Тут мы были. А что с этим уродом делать? Опа. Она возвращается. Что, мы туда-сюда ходим просто? Да, она пошла. Ой, она пропала. Так, что нам делать с этим охранником? Может, сделать сразу вот так? О, черт. Эй, отдай, тебе нельзя брать этот ключ. Но я трудилась над ним. Это мой хвататель, отдайте. Замолчи. Не ты здесь устанавливаешь правила, твоя игрушка будет у меня. Блин. Вот подонок, я получу его обратно, получу. Делай, что хочешь, я не встану со стула. Блин. И что делать? Громкоговоритель. Пирожок он не хочет. Рождение закрыто. Так, ну что делать? Пистолет пропал. Делать? Лабиринт. Нам не позволяют там играть. Ого, сегодня туман очень густой. Хотела бы я затеряться в нем. Понятно. Блин, а что делать? Он же не хочет это есть. И так. А как мне добраться до туда? Он же не хочет уходить.
Блин. Ох, боже, простите, милые. Что-то я пропустила. Что? Это же медсестра сказала. Да. Точно. Ой, простите. Вот ваш горячий-пригорячий кофе, сэр. Смотри, что ты наделала, безумная стерва-сирота. Ты сделала это нарочно. Теперь надо переодеться, адски жжется. Никуда не уходи, маленькая гадина. Такое лицо злое. Забери свою палку. Достань ключ. Есть. Теперь мы можем использовать... Всегда хорошо иметь лишний ключ. От чего? Лишний ключ. Я нашла его в кабинете. Желтая пишущая машинка. Зрение, вкус и слух. Мозг такой сложный. Все те же книги. Доктор съел яблоко. Я ненавижу эту кушетку. Я люблю открывать письма, но они не для меня. Так. Интересно, что люди делают на таких собраниях? Какой милый рисунок. Хотела бы я так рисовать. День тестов, всю неделю. Октябрь и ноябрь. Думаю, мы сейчас в октябре. Какой крошечный тест. Размышления Марселя Дирна. Интервью доктора Дирна о работе с детьми. Я видела это раньше. Что это значит? Опа. Код и другие важные сведения. Вы не одиноки. Присоединяйтесь. Клиника Освальда, конечно. Опа. Я не знаю, что это. Ой. Доктор Марсель. Сигнализация отключается в панели безопасности приемной. Желтая дверь будет открыта в течение 2 минут, после чего сигнализация активируется снова. Код сигнализации 17 декабря, 25 июля. Здесь обычно сидит доктор и ничего не делает. Давай примем таблетки. Даже когда твои глаза открыты, ты не можешь понять. Эта мертвая девочка немного похожа на меня. Может, это и есть ты? Ой. Фил? Забытая девочка без семьи и кота умрет, когда взойдет луна. Что ты имеешь в виду? Ой, господи. Ай, Фил, пожалуйста, выпусти меня. Ой, что я делаю? Этот ключ не подходит. Думаю, там есть проход, вентиляция. Вентиляция, возможно, это мой путь к свободе. Интересно, Фил знает об этом? Ох, эта крыса сильно ударилась головой. Нужно дать ей что-то там. Ой, она сейчас упадет. Я просто продолжу идти и идти. Она сейчас упадет, походу. Да.
Боже, где я? Думаю, мне придется это выяснить. Швабра, отличный партнер по танцам. Понятно. Чистящие средства, ими следует почистить наши. Что-то там. Блин, я не успеваю. Нет воды, чтобы помыть руки. Что там? Желтые таблетки. Они выглядят веселее, чем красные. Так, наша текущая цель. Цель реагирует положительно. Расширяем спусковую железу. Повысить уровень эктоплазматина до 1070 мг. 1700 мг. Замените контейнер, чтобы он выглядел как утвержденный дуотин. Если бы я была ведьмой, я бы улетела отсюда. Ну что, если... В коробке ложь. Да. В этом месте можно действительно потерять голову. Так, может, вот этот ключ подойдет? Если ты будешь бороться, ты узнаешь, что это был я. Я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать и страдать. Если ты посмеешь ослушаться, твой кот будет обречен. О, боже мой. Мой дорогой котик, мы скоро снова будем вместе, я обещаю. Я скучаю по тебе, моя дорогая, я так по тебе скучаю. Почему ты уходишь? Прошу, не оставляй меня, мистер Полночь. Лабиринт. В конце лабиринта, Френ. Опять она лежит. Я снова потеряла сознание. Интересно, реально ли мои сны? Монстр не отпустит меня домой. Но если найти лабиринт, возможно, я смогу отыскать мистера Полночь. Так, дубль 2. Что у нас здесь? Операционная, я не хочу заходить. Пахнет гниющей плотью, фу. Это что? Операционная. Пациент Роберт Кларк. Лоботомия головного мозга. Доктор Роман Бейтс. Наблюдение, наркоз не подействовал. Дойдя до лобной доли, пациент очнулся. Процедуру отменили, и она осталась незавершенной. О, Господи. Я в самом деле обошла все кругом. Опа. О, жесть. Нет, бедные девочки. Надеюсь, они скоро поправятся. Надеюсь, я не закончу так же. Этого не будет, если я выберусь и найду мистера Полночь. О, привет, ты спишь? Тебя вырвало, это отвратительно. Надеюсь, ты скоро поправишься. Так, а что если... Мой жизненный путь отрицали. Я не был рожден, но я жив. Я жду маму, что будет меня любить. Ты не можешь винить тех, кто невежественен, но ты не можешь позволить невежеству решать. Жизнь научит тебя даже сквозь боль и слезы. Кто это? Сэр, очнитесь. И творд... Что?
Да, я отвела новенького наверх. Нет, я его не видела. Ключ от подвала? Нет. А в кабинете доктора раньше он держал ключ там. Успокойтесь, ключа здесь нет. Конечно, я дам знать, если он найдется, но вы должны успокоиться. Да я принесу его вам, если найду, хорошо? Пока. Мы по ту сторону. Боже мой, я не могу в это поверить. Я уже в приемной, великолепно. Но медсестра, я должна от нее избавиться. Что мне делать? Пирожок? Пробую что-то хорошо, но сейчас от этого нет никакой пользы. Так. Это должно быть панель сигнализации. Красный огонек мигает. Записка, о которой мне говорили. Так, а что там было? 17:25. Вот это, наверное, да? Сюда надо вести. Мисс медсестра, надеюсь, вы скоро захотите в туалет. Так, что делать? В конце лабиринта. Ты кожа до кости, фу. Это я знаю, мой учитель рассказывал нам об этом. Держатель ключей, нет ключей, чтобы держать. Я больше не хочу здесь находиться. Так. Ой-ой-ла. Боже мой, ты в порядке, малыш? Там висит твоя мама. Ты скучаешь по ней? Я тоже скучаю по своей маме. Именно это мистер Полночи сказал мне. Я не могу вспомнить номер тети Грейс. Я точно удивлю ее, когда вернусь домой. Любовное письмо, дорогой Пит, фу, мерзость. Так, а что делать-то? В том мире что... Ох, ключи все-таки был здесь. Нужно отнести его назад. Ой, я тупая. Она же реально об этом ключе же говорила. Я глупая, блин. Мне чего-то не хватает. Что, неправильно, что ли? Ой. Только так, да? 17 плюс 12, 29, 25 плюс 7, 32. 29, 32. Да, я лучшая, самая лучшая. Все. Умная девочка, думаешь, что можешь просто уйти? Что? Не может быть. Нет.
это цивилизация? Я думала, он сдох. О, боже мой. Я надеюсь, сейчас за нами никто гоняться не будет. Я понял. Я слышу котика. А, вон он есть. Вот черт, я в тупике. Угу. Изи. В конце лабиринта ты их найдешь. Злобных тварей ночи мимо них не пройдешь. Смеясь за тобой, они будут гнаться. Но все же тебе их не стоит бояться. Ведь кот полный гаек и болтов. Путь указать тебе готов. О нет, наша фотография уплыла. Глава 2, часть 1. Признаки любопытства. Боже мой, еще бы чуть-чуть и... Только бы охранники не нашли трубу. Что это за место? Надеюсь, я скоро найду мистера Полночь. Так, ну ладно, наверное, мы на этом будем сегодня заканчивать. Первую главу мы прошли с горем пополам, но прошли. Я думаю, я буду проходить дальше эту игру. Ну, в целом игра мне понравилась. Она очень такая красочная, интересная. Ну, если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Так, ну а следующую главу, вторую главу я пройду уже в следующем видео. Так что всем пока.